Гостем нашей студии сегодня является исполняющий обязанности председателя политической партии «Единая Абхазия» Алхаз Барзани. Алхаз, здравствуйте. Здравствуйте, было. Алхаз, ваша партия сегодня проходит период реформации. Можете вы немного рассказать об этом нашим зрителям? Что именно меняется на сегодняшний день? Говоря о нашей партии, «Единая Абхазия» была и остается той политической партией, для которой самое главное – это безопасность, суверенитет и благосостояние наших соотечественников. Мы не боремся, мы не гонимся за сиюминутной известностью, мы работаем на будущее. А будущее для нашей Абхазии – это общее пространство, где уважают и ценят наши нравственные принципы, нашу самобытность, нашу культуру. Ведь наша Абхазия – это не просто точка на карте, это древнейшее государство со своим многонациональным народом. Этот народ обладает своей ментальностью. Да, Российская Федерация для нас это стратегический союзник, и не побоюсь этой фразы, это единственное государство в мире, которое будет с нами в самые сложные дни нашей жизни. Мы должны работать над собой, мы должны работать над своей системой образования, над своей наукой, мы должны работать над развитием нашей культуры. Мы должны, еще раз повторюсь, развиваться и быть абхазами, где бы мы ни находились. Буквально несколько дней назад вы принимали участие в одном из круглых столов, который проходил у нас в Сухуми. В социальных сетях ваше выступление вызвало очень такой бурный резонанс, и я не могу об этом сейчас не сказать и не задать вам вопрос. Вы сказали в своем выступлении, цитата: «Для мирового сообщества все мы русские». Могли бы вы немножечко об этом подискутировать? Почему именно такая фраза? Мы были на круглом столе, организаторами, который выступал Олег Несторович Домени со своей структурой. Очень интересной темой круглого стола была Абхазия на постсоветском пространстве, безопасность Республики Абхазия и ее перспективы. Вы знаете, я готовился к этому выступлению, честно вам скажу, но на утро я прочитал новости. Я прочитал новости, которые погибло 2 человека, были раненые. Безусловно, меня это взбудоражило, меня это все... Существует какая-то угроза, Существует, да? безусловно, какая-то угроза, и мы должны понимать уже это и осознавать это. Безусловно, что я коснулся в своих высказываниях темы, что для нас на сегодняшний день идет система с повышенной турбулентностью, скажу так. Мы должны это осознавать. И хочу сказать, что когда я говорил об этом, я говорил о наших соотечественниках, о наших братьях, которые воюют сегодня на территории специальной военной операции. И когда их бомбят, а бомбит их мировое сообщество, я это имел в виду, бомбит их мировое Я думаю, сообщество. что, скорее всего, где-то из контекста фраза была Да, вырвана. к сожалению, и тут хочется воспользоваться случаем, что называется, обратиться к нашим согражданам и попросить их о следующем. Дорогие друзья, давайте будем доверять друг другу, давайте не будем искать врага внутри нашего общества. Мы все друзья, родственники, родные, близкие, мы все матеря, мы все братья и отцы. В нашем обществе, я глубоко убежден, нету врагов. Давайте отдадим себе, уже скажем правду, отдадим себе отчет, что наши враги находятся на внешнем периметре. Это Республика Грузия, это блок НАТО и другие государства, которые будут бомбить и убивать нас, так же, как и убивают наших соотечественников, воюющих бок о бок с другими людьми, которые сегодня, к сожалению, погибают. И они погибают, и их не разделяют. Они русские, башкиры, буряты, абхазы, они погибают. В Соединенных Штатах, в Латинской Америке мы все выходцы из Советского Союза. Для них мы все русскоговорящие, и из-за этого мы тоже не перестаем быть абхазами. И более того, честно, мне радует, что наши соотечественники так отреагировали, да, потому что определенный резонанс да, нас кипит наша кровь, безусловно, мы всегда стоим на страже
нашей государственности, нашей самобытности, безусловно, это все правильно. Но еще раз хочу повториться, давайте не искать врагов внутри нашего общества. Их здесь нет, я в этом глубоко убежден. Мы все настроены на одно, на благо, на процветание нашей республики. Алхаз, также в своем выступлении вы подчеркнули, что Россия является единственным другом Абхазии. Но некоторые считают, что такая зависимость от одного партнера это является своего рода слабостью. Как вы ответите на это? Давайте вот о сегодняшних фактах. Сегодня Республика Грузия проводит учения на своей территории. Она проводит учения вместе с Соединенными Штатами, вместе с вооруженными силами Украины, совместно с Турцией и с блоком НАТО. Вот от этого мы должны сегодня исходить. Сегодня Российская Федерация является гарантом нашей безопасности. Безусловно, что именно этот фактор влияет на меня сегодня, как на гражданина. И хочу сказать следующее, что в 2014 году наш президент на тот момент Рауль Джункович Хаджанба и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписали соглашение о стратегическом союзничестве и партнерстве, где у нас единовекторная политика, где у нас объединенная группировка вооруженных сил. Это великолепный документ, который позволяет нам сегодня находиться в едином пространстве безопасности, вместе с Российской Федерацией. В этом плохого я ничего не вижу. То есть вы сейчас говорите о дальнейшей интеграции с Россией в военной сфере, правильно я вас понимаю? Да, совершенно верно. Но мы за разумное сотрудничество, а не за ее полную заменяемость. Есть вещи, конечно же, аспекты, в которых мы зависим от Российской Федерации. Например, противовоздушная оборона или высокоточное оружие. Безусловно, в этих аспектах мы зависим от Российской Федерации. Но это не значит, что мы должны сидеть сложа руки. Но это все в рамках взаимного сотрудничества и поддержки, я так понимаю. Совершенно верно, да. Это продолжение договора, который мы подписали в 2014 году о союзничестве и стратегическом партнерстве. Я хочу сказать, что мы прекрасно проводили мероприятия, которые наши соотечественники сами организовали, и они пошли сами обучаться и организовались в группы. И именно эта модель, на мой взгляд, она позволит держать нашу обороноспособность в боевой готовности. Главное, чтобы никто не посягал на нашу обороноспособность. На мой взгляд, именно сдерживающим фактором здесь будет являться Российская Федерация как гарант нашей безопасности. И есть страны, международное сообщество, которое никак не может свыкнуться с тем, что Абхазия независимое и суверенное государство. Насколько мне известно, сейчас очень активно молодежь Абхазии вступает в ряды партии. И хотелось бы тоже поговорить об этом. Как вы планируете задействовать молодежь в партийной деятельности? Да, В каких направлениях? Есть направления. Задействуем мы нашу молодежь очень активно. Мы активно обновляем наши кадры. Мы работаем, кстати сказать, с населением, мы работаем системно через наши региональные представительства. Продолжая мысль о нашей молодежи, скажу так. Молодежь — это мост между прошлым и будущим. Мы должны говорить с молодежью на их понятном для них языке. Мы должны придумывать им программы, мы должны придумывать им точки роста. И в нашей политической партии «Единая Абхазия» мы планируем сделать молодежное крыло для молодого поколения. Они будут находиться отдельно, они будут развиваться самостоятельно, они будут иметь возможность набивать шишки, развивать друг друга, где-то заходить в тупик, искать выходы из этого тупика. Мы обязательно дадим эту точку роста. На съезде я все скажу более подробно. Сейчас не хочется раскрывать карты. Хас, вы говорили выше, что партия будет поддерживать разные направления. Это такие, как наука, культура, образование, спорт и так далее. Насколько мне известно, совсем недавно вы принимали участие в открытии выставки «Возрождение» картинной галереи и презентовали одну из работ абхазского художника. Расскажите, пожалуйста, почему именно
выбор пал на этого художника? И вообще, какие эмоции вызвало само мероприятие? Картина — это графика. Она в черно-белых тонах. Для меня это вдохновение. Картина легла мне на сердце, и я посчитал, что она должна быть в нашей национальной картинной галерее. Тем более мы с вами все пережили такую трагедию. Сгорела наша картинная галерея, и у нас в семье остался этот аспект как невыполненным. Мы хотели принять участие, и вот как раз имели возможность прийти на выставку «Возрождение галереи», где мы все подарили эту желающие могли, картину. да, Да, мы поучаствовать и поучаствовали в преподнести. акции «Подари картину». Я думаю, что это был очень правильный, красивый жест доброй воли. Спасибо большое. Мы от нашей партии действительно старались, выбирали. И та энергетика, которая передавалась от этой картины, именно ее мы и хотели передать тоже нашей национальной картинной галерее. У нас очень много планов, у нас очень много наших однопартийцев и спортсменов, и людей, которые заняты в сфере образования, людей, которые заняты в сфере туризма. У них очень много мыслей, и они все хотят иметь возможность высказаться. И здесь хочется отметить, что мы видим нашу политическую партию как общим пространством. Это не наше пространство, где только наши однопартийцы будут высказывать свою субъективную точку зрения. Мы считаем и искренне в это верим, что мы станем той площадкой, где все наши соотечественники будут иметь возможность прийти, высказать свое мнение и доносить свое мнение до общественности. Право живого голоса. Совершенно своего. верно. Мы считаем, что мы будем той площадкой объединяющего характера. Мы Ну, будем... само название партии «Единая Да, Абхазия», я считаю, что да, именно символично очень, говорит именно само этот- за себя. Именно этот посыл мы и будем нести. Мы сделаем такое пространство, где места хватит каждому. Что для вас вообще значат такие понятия, как свобода, независимость? Наверняка вы понимаете, что для любого абхаза эти понятия несут определенный, очень глубокий смысл. Для меня это не просто красивые слова, это наш ДНК. Мы, абхазы, всегда были свободолюбивыми, мы никогда не находились под чьим-то гнетом, мы всегда умели обходить острые углы, как говорится. И сегодня тоже я уверен в том, что наш суверенитет – это не просто защита от внешнего врага, это наш стержень, это то, что мы сохраняем, это то, что мы передаем из поколения в поколение. И в сегодняшнем мире, который высокотурбулентный, мы его сохраняем. В заключение нашей беседы я бы хотела, чтобы вы обратились к народу Абхазии с основным, с главным посылом, со своим месседжем. Что бы вы хотели сказать? Наша политическая партия «Единая Абхазия» не обещает золотых гор, но она твердо будет стоять на защите суверенитета нашей государственности. Ведь рейтинги приходят и уходят, а Родина она одна. И давайте сделаем нашу Родину сильной. Вот совсем скоро, в конце лета, планируется проведение съезда политической партии «Единая Абхазия». Я вам желаю всяческих успехов и достижений в дальнейшей вашей деятельности. Спасибо вам.